from the lips of a pure devotee. Божественности просто слушают Харикатху из уст твоего преданного. And they dedicate their body, their mind and their words to serving that Harikatha. Если они посвящают свое тело, ум, слова и служению этой Харикатхе, How can you dedicate your body? как посвятить свое тело Харикатхе? Means when you are listening to Harikatha, then you sit up straight like Это this. значит, что когда вы слушаете Харикатху, надо так сидеть. With mouth open. С широко раскрытым ртом. This is my body. Это служение Харикатхе. And by mind, А you умом think, oh, this is so beautiful. I never heard such beautiful katha in my life. вы должны думать, я никогда такой сладкой Харикатхи в жизни не слышал. And by words, А словами, afterwards, then you repeat this katha to everyone. позже вы должны пересказывать другим эту Харикатху услышанную. And you say, sadhu, sadhu. И громко, радостно кричать «Садху, садху». Bravo, bravo. Это как аналог «Браво, браво», когда вы выслушали Харикатху. By body, mind and И words. таким образом вы служите Харикатхе телом, One who умом и honors the словами. Harikatha. Это говорит Господь Брахма, он говорит, тот, кто таким образом почитает повествование о делах Господа. That means who honors the speaker. Тот человек, который выражает почтение тому, кто рассказывает Who Харикатху. honors the Shastra. Когда мы почитаем источник этой Харикатхи, Священное Писание, Who gives honor to everyone who's listening. и когда человек уважает всех присутствующих, всех слушающих Харикатху, And to those who are cooking. и поваров, And managing everything. и тех, кто организовывает все это. So whatever is connected to Harikatha, to respect all of them. И когда, если мы уважаем все, что связано с Харикатхой каким-то образом, Then for that person, Yai Prayasa Taistilokyam means that although Krishna is Ajit, he cannot be controlled or conquered by Брахма anyone. говорит, для такого человека, несмотря на то, что Кришна аджит, он непокоренный, But Ajit becomes Jit, он becomes conquered. непобедимый, этот аджит становится джит, он покоряется такими людьми. That means that simply by hearing Harikatha with deep respect, then prem comes in the heart. И это в этом секрет того, что если мы просто с уважением и любовью слушаем Харикатху, то према, трансцендентная любовь может прийти в наше сердце. So when Chaitanya Mahaprabhu heard this, Когда he said, Махапрабху... "Eho, hi, this is okay." И когда Махапрабху услышал это, он сказал, это хорошо, это He нормально. didn't say this is external. Он уже не стал отвергать это как что-то внешнее. And he didn't say this is good. Но он и не был особо восхищен He этим said ответом. this is alright. Он сказал, это приемлемо уже. Why? Почему? Because Mahaprabhu wanted to know what is sadhya, the goal of life. Потому что Махапрабху хотел услышать, в чем цель жизни. So though this verse describes bhakti which is not mixed with jnana, jnana shunya bhakti, but it's not telling a satisfactory goal of life, only a process. Потому что этот стих, в контексте этого стиха описан на практика бхакти без примеси гьяны. Ну, достойным образом она не описывает саму цель практики бхакти. So Chaitanya Mahaprabhu said, asked him, tell me something. Махапрабху сказал, поведай мне еще больше. Ramanand Rai said, Рамананда, Krishna bhakti rasa bhavitam ati kriyatam yadi kutopi labhyate tatalo yam api mulame kalam koti janma sukritarna labhyate. If Krishna bhakti rasa is available anywhere, you should purchase it without delay. Рамананда сказал, если бхакти раса доступна, Кришне где-то доступна, продается, ты должен непременно постараться заполучить. The price for that is only greed. Что цена, которую надо заплатить, это вот это стремление, ловко. This bhakti rasa cannot be attained just by following Vaidhi bhakti. С помощью вайди бхакти, lifetimes. следуя правилам предписаниям, даже за многочисленные жизни вы не получите это бхакти. This indicates Raganuga bhakti. Потому что тут идет речь уже, этим самым подразумевается Рагануга бхакти. But Raganuga bhakti is also a sadhana, it's not sadhya goal. Рагануга бхакти тоже является саданой, процессом, это не является целью. So Mahaprabhu didn't say it was external, but he said it's alright, tell me И something. Махапрабху снова, он не стал отвергать это как внешнее, но сказал, это приемлемо, но давай расскажи мне побольше. So Ramananda Rai said, Yad guna asuti matrena pumam bhavati nirmala tasya tietavadam kimva dasanam avasisyate. It was spoken by Durvasa Muni. Затем Махапрабху произнес слова Дурвасы Муни. Durvasa Muni was a very powerful yogi. Рамананда ответил, процитировав слова Дурвасы Муни, который был очень сильным, мощным йогом. And he was thinking, who is this Ambarish Maharaj?
И когда этот йог, Дурваса Риши, он встретил Амбариша, царя Амбариша, он подумал, He's not a Brahmin like me. кто этот царь вообще? Он не брахман, He is not sannyasi like me. и он не саньяси. He is grihastha. Я брахман, саньяси, он And he is a обычный Kshatriya. царь, кшатрия, грихастха, семейный. But he's disrespecting me. Как он смеет так неуважительно со мной обходиться? I'm his guest, but before feeding me, he's taken some charnamrita. Я гость в его дворце, но он осмелился, не накормив меня вначале, уже выпить черенамриту. So Durvasa Rishi pulled out one of his dreadlocks. И разгневанный Дурваса Муни выдернул из головы дред, And he uttered a curse and threw it on the ground. заговорил его проклятием и бросил этот дред на землю. And a fiery demoness came out. И тут же огненная демоница проявилась из этого дреда. And he told, kill. И Дурваса, показав на царя Амбариша, сказал убить. And the demoness with the trident, she ran to burn Amrish Maharaj to kill Эта him. огненная демоница, вооруженная трезубцем, она бросилась на Амбариша Махараджа, чтобы испепелить его. But Amrish Maharaj was completely surrendered to Krishna. Но Амбариш Махарадж, он был настолько предан Кришне, No fear. он был полностью невозмутим, он стоял, не испытывая никакого страха. At once the Sudarshan Chakra came and finished that kritya. Мгновенно Сударшана Чакра, оружие Господа, явилась и убила эту демоницу. And then turned around and went to go towards Durvasa И Rishi. затем диск Господа Сударшана Чакра развернулась и медленно стала лететь по направлению к самому Дурваса Муни. So Durvasa Rishi was not, Но Дурваса Риши уже так не Fearless. реагировал бесстрашно, как это he делал was not этот царь. dependent on God. Потому что он не чувствовал себя зависимым What от Krishna Бога. wants will be. Он же не думает на все воля Господа, что Кришна захочет со мной сделать, He то had сделает. fear Он испытал страх тут and же he flew away. и стал убегать от And Sudarshan Chakra chased him all over the universe for 1 year. И в течение целого года Сударшана Чакра летела за Дурвасой Муни. Brahma, Shiva, even Lord Narayan could not save him. Кому бы он ни обращался за помощью, и Брахма, и Шива, и все отказывались помочь ему. In the end, he had to fall at the feet of Amrish Maharaj and beg for forgiveness. Нараяна не захотел ему помогать. В конце все равно ему пришлось прийти и извиниться перед Амбаришем Махараджем. Only when Amrish Maharaj prayed to Sudarshan Chakra, then he became cool and went away. Лишь только когда Амбариш Махарадж помолился Сударшана Чакре, он отозвал ее, она перестала преследовать Дурвасу Муни. Durvasa Muni had been burning from the rays of Sudarshan under the threat of death for a whole year. And now finally that threat went away. Целый год Дурваса Муни мучился, он испытывал жар, чувствовал на своих плечах за спиной жар, который источала Сударшана Чакра, испытывал жуткий страх от того, что сейчас ему придет конец. He said, Aho Anantadasanam. И наконец-то через целый год он испытал такое облегчение, этот жар исчез, и он стал молиться. Aho Anantadasanam Mahatam Dastamadme. Yena Kritaga so Mangalani Samihase. Aho, today I've seen the glories of a Vaishnava. Он стал восклицать восхищенно: «О, сегодня я стал свидетелем славы Вайшнава, Anantadasanam, the servants of Ananta, the unlimited Lord. слуг Ананты, бесконечного Господа». Yeah? Even though I tried to kill him, he prayed for my benefit. Какое чудо! Я пытался, желал ему зла, пытался убить его, а он молился за меня. Krishna is such a person Кришна — это такая личность, that if the sound of his glories only enters your ear, что просто, если до ваших ушей донесется звук славы Кришны, you become purified. то этот звук очистит вас. Yadguna srutimatena pumam bhavati nima. Wherever he keeps his feet, that place turns into a tirtha. Куда бы Кришна не ступил стопой, тот же место тут же становится святым местом, тиртхой. So if someone has become the das of that person, accepted as his servants, then what is left for them to achieve? They have achieved everything. Поэтому Йог Дурваса говорит, если кто-то станет слугой такой личности, великой как Кришна, то что осталось не сделанным, недостиженным для такого человека, недостигнутым? This is the glory of dasyanas. И вот это была озвучена слава Даси Расы, отношение к Господу, настроение слуги. Chaitanya Mahaprabhu said, this is okay. Махапрабху сказал, да, это неплохо. Tell me something more. Расскажи мне еще побольше. He did not say this is good. Он не стал говорить это хорошо. Why? Почему? Because there's no pure
dasya ras in Vrindavan. Потому что во Вриндаване не присутствует чистая дася раса, настроение слуги. Someone can be Das, servant of Nanda Maharaj. Потому что во Вриндаване могут быть слуги, кто-то может быть слугой в доме Нанды Махараджа. So indirectly, they are also Krishna's servants. Также они получаются тогда и слуги сына Нанды Махараджа Кришны. But if they're older, their dasya mood will be mixed with parental love. Но если слуги взрослого возраста, то их отношение даси будет все равно, в нем будет присутствовать ватсалия, родительская любовь к Кришне. In Vrindavan, Krishna is not God. Потому что во Вриндаване никто Кришну Богом не считает. He's not even king. Он даже не царь там. He's the prince, son of the king Он of принц, он Raj. сын царя. So if someone has das, it's mixed with parental love or friendship. Поэтому в тех, кто находится в настроении слуг, все равно будет примесь или родительской любви к Кришне, So no pure dasa in Vrindavan. или какой-то дружбы, поэтому чистой даси расы нет во Вриндаване. So Mahaprabhu said, it's okay, tell me Поэтому something. Махапрабху сказал, ну ничего, да, ну еще расскажи мне. Ramananda Rai said, Itam satam brahma sukhanavotya dasyam gatanam paradaivatena mayanu ashitanam naradarakena sadamvira ru krita punya punja. Shukadev Goswami is speaking. Шукадев Госвами произносит эти слова. Some persons think that Krishna is the foundation of Brahman. They worship him in this way. Что некоторые считают Кришну основой Брахманы, таким образом почитают его. Others see him as Supreme Lord and they become his servants. Воспринимает его Верховным Господом и становятся его слугами. And those who are in Maya think he's an ordinary boy. А те, кто находится под влиянием иллюзорной энергии Майи, считают его обычным мальчиком. But none of them can understand Но никто из вышеперечисленных его не понимает. how some very, very fortunate persons Никто из вышеперечисленных не понимает, как особо удачливые личности, are playing with him in the forest as his sakas, как им так повезло, что в лесу они могут с ним играть, как его друзья. his friends. Как его друзья. What is their position? Насколько возвышено их положение. Subal Dam, Vasudam, Arjun Labanga, so many coward boys. They're his play friends. Они друзья Кришны во Вриндаване. In the morning time, they come to his house and they're waiting. Oh, Krishna, come on, let's go. Утром они приходят за ним в его дом, зовут его Кришна. Пойдем. Krishna is lying in bed, А still Кришна tired. все еще спит, уставший. Because all night he was doing Ras Leela, so he cannot wake up. Всю ночь он танцевал в Раса-лиле, поэтому ему трудно сейчас встать. Madhu Mandal comes into his room. Мадхумандал забегает в комнату Кришны. He also helps Krishna in the night time sometimes. Он осведомлен о похождениях ночных Кришны. So he is also tired. Он тоже уставший. And Иногда он his помогает dhoti is Кришне. falling off. И доти прямо не спадает с Мадхумандала. And he will jump on Krishna's bed. Hey, Shala! И он запрыгивает на кровать Кришны и начинает его трясти и говорит: Шала. This is a very bad word in Шала — это очень оскорбительное слово. means brother-in-law. То есть, как мой Шурин, It's a kind of insult. это такое оскорбление. Hey, Shala, wake up, come on, let's go. И говорит: Шала, вставай, пойдем уже. And Krishna wakes up and goes out to play with his friends. Кришна наконец-то встает и идет на улицу с друзьями. No, one time Krishna and his friends were in Bandirvan. Однажды Кришна был с мальчиками в Бандирване, And the cows, they wandered off. и коровы разбрелись, ушли. And the boys went to bring them back. Мальчики побежали призвать коров. But a demon was sent by Kamsamraj and he set fire to the forest. Ну, один демон, которого прислал туда Камса Махарадж, он устроил пожар там в лесу. All the boys called, Krishna, Krishna! Мальчики стали звать Кришну. They felt such distress. Они были настолько испуганы. Actually, they were not afraid for themselves. Они не боялись за собственную жизнь. They only thought, if we will die in this fire, Krishna will be so sad. Они очень переживали, что если они погибнут в этом пожаре, то это очень расстроит Кришну. What kind of love is this? Какая удивительная у них любовь. If we will die, Krishna will be sad. So they're crying. Они плачут, потому что они думают: сейчас мы погибнем, а это очень сильно Кришну расстроит. Krishna came there and said, close your eyes. Кришна прибежал и сказал: закройте глаза. So then the boys closed their eyes. Мальчики закрыли глаза. And Krishna,
like a very cool lassi. И как будто бы... Krishna drank the whole fire. И Кришна выпил этот огонь, как будто бы он выпил прохладное ласси. Why did Sri Krishna say, close your eyes? Почему он попросил мальчиков закрыть глаза? Because he remembered, when I was a baby, I was eating some dirt. Что он вспомнил, когда он был еще совсем маленьким, однажды он кушал песок. And when my friends saw it, they told my mother. И друзья, увидев это, пожаловались маме Ешоде. And my mother became angry with И me. мама Ешода была очень разгневана. So if they see me eating fire and they tell my mother, I'll be in Он big подумал, trouble. сейчас, если они расскажут ей, что я огонь уже кушаю, то мне достанется. So Krishna said, close your eyes. Поэтому Кришна сказал, закройте глаза. And he drank the fire. И он выпил этот огонь. And when the boys opened their eyes, И когда мальчики открыли глаза, they saw they were not in the Munjatavi forest. они увидели, что они уже не в этой роще находятся, где произошел They пожар, were back underneath the Bandirvat. а что они оказались на том самом месте, где они до этого сидели, под There was- деревом, Бандирватом. There was no smoke, И нигде не было дыма, no ash, no fire. никакой золы, It пепла, was as if ничего. nothing happened. Никаких признаков того, что там был пожар. And the boys opened their eyes И открыв глаза, and they were back and where they began. мальчики увидели, что они сидят на том же самом месте, где они были. The boys looked at each other. Они они переглянулись. What happened? И что произошло? How did Krishna do it? Каким образом Кришне это удалось сделать? Then they began to think, Они стали думать, maybe Krishna is a demigod. может Кришна полубог? Then they began to think, but we can defeat him. Ну как, мы легко одерживаем победу над ним, когда мы боремся с ним. Then looking at each other, they thought, Потом переглянувшись, maybe we're all demigods. они подумали, может мы все полубоги? Very beautiful relationship these boys have with Krishna. Очень сладкие отношения, узы любви связывают Кришну с друзьями. Sometimes, if Radharani is upset with Krishna, Иногда, когда Радика обижается на Кришну, Krishna will send some boys to talk on his behalf. Кришна просит кого-то из своих самых близких друзей пойти и поговорить с ней, успокоить ее, оправдать его. One day Radharani was in Man Однажды Радика была в настроении ман. and Madhu Mangal came there, Она была обижена очень на Кришну, и Мадху Мангал пришел и стал так махать руками перед ней. going like this. Вот так взмахивать. Like what? That means like Garuda. Будто бы как он Гаруду изображал. Radharani is looking, what is Madhu Mangal? Радика посмотрел, думает, что он творит, Dancing что around Мадху like this. Мангал тут ходит, парит и танцует. Madhu Mangal said, I am Viman. Мадху Мангал сказал, а я Виман. Viman means a carrier. Like Виман это значит средство передвижения. I am Viman. Are you Viman? А ты Виман? Viman means Vigataman without man. Виман это такое обиженное настроение. Ви это значит без, префикс. Он говорит, я Виман, а ты? Because if someone is angry, if you can make them laugh, then they forget about the anger. Разгневаны или расстроены, но если вы их рассмешите, то они выйдут из этого состояния. Sometimes Krishna wants to meet with Radhika. Иногда Кришне очень хочется повидаться с Радикой. And Madhu Mangal goes to bring her. И Мадху Мангал идет привести ее. One time he came back Однажды он вернулся к Кришне, and he was saying, I could not bring Radharani. и он был удручен, потому что ему не удалось привести Радарани. But Krishna will die. Думал, что делать, потому что Кришна умрет, когда узнает, что он не придет. Надо что-то придумать. So he took one lotus leaf И он взял листик лотоса and he wrote something и написал что-то. and там. folded it up. Сложил этот листочек, And then he came to Krishna подошел к Кришне and gave him the и leaf. передал ему этот листик. Krishna opened it Кришна развернул, and there were two letters. а там были написаны две буквы. Radha. Радха. When Krishna read this, И Radha, прочитав Радха, he said, Oh Madhu Mangal, Кришна сказал, you have saved my life. мой дорогой Мадху Мангал, ты спас мне жизнь. Why? Почему? Abhinatvam nama namino. There's no difference between Krishna or Radha and their names. Потому что нет разницы между именами Кришны и Радхи и их ими самими. And by the sound of Radhika's names, Krishna, he experienced the presence of Shiva. Благодаря произнесению имени Радхи Кришна почувствовал, как произошла встреча с ней. So Shukadev Goswami said, Sadam Vijayu Krita Punya Punja. How fortunate
are these boys who are playing with him as his intimate friends. Шукадева Госвами восхищается удачей этих мальчиков и любовью мальчиков, которые играют с Кришной, как его друзья. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, he said, "Eho Uttam, И когда this is great." услышал, он обрадовался, сказал, это замечательно, эхо утам. Agi keva, but can you tell me something more Ну than еще this? немножко мне расскажи чего-нибудь побольше. Ramananda told something, but we'll explain. И Рай Рамананда In the продолжал next отвечать, но сегодня мы этого не услышим, его ответа. В следующий раз. You should know that Ramananda Rai is a very expert speaker of Harikatha. Вам нужно знать, что Рай Рамананда очень искусный повествователь Харикатхи. If you try to go directly into very high and confidential things, Если вы сразу хотите рассказать кому-то очень сокровенное, что-то очень возвышенное, then you will not realize anything. то вы вообще ничего не осознаете. Harikatha is Amrita, nectar. Что Харикатха – это амрита, это нектар. How do we get Amrita? Нектар бессмертия. Как получить нектар? When the demons and the demigods, they churn the ocean of milk. Когда демоны и полубоги пахтали молочный океан, So then Amrita came out. пытаясь извлечь из океана амриту, So нектар. tasting and realizing the Amrita of Harikatha is you cannot just take. Поэтому это не что-то, нектар вот этот, не что-то, что вы можете сразу схватить вот так. When an expert person will churn, Нужно, чтобы кто-то искусный пахтал, and you are hearing, вы слушаете, а кто-то пахтает. slowly, gradually, then Amrita will И appear. амрита будет возникать постепенно, капля за каплей в вашем сердце. So Ramananda Rai is showing the example of how to speak and hear Harikatha step by step. И вот в этом разговоре Рамананда Савади проиллюстрировано, как идет процесс вот этого извлечения нектара из Харикатхи, как шаг за шагом Рамананда раскрывает тему глубже. He wants to tell the highest goal is what? Конечно, ему хочется рассказать The Махапрабху, Mahabhava of Braj Gopis and Radhika. что Махабхава, Шримати Радхики и Враджагопи – это наивысшая цель. But being very expert, he's going gradually. Но он мастер Харикатхи, поэтому он очень медленно, постепенно раскрывает это. And you should know that as Ramananda Rai and Chaitanya Mahaprabhu are discussing with each other, И нужно знать, что в процессе того, как Рай Рамананда и Махапрабху беседуют, they're seeing each stage. каждый из них, они одновременно с рассказом, они видят эти этапы. They're having the vision, the spurti of Krishna speaking the verses of Gita. Они видят, как Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. They're having the vision of Lord Brahma, astonished by the opulence of Krishna. Они видят, как Брахма стоит полностью пораженный великолепием Кришны, его Ашвари. Having the vision of Durvasa Rishi, being astonished, seeing the power of the pure devotee Amrish Maharaj. Они видят, как Дурваса Риши стоит перед царем Амбаришем. They're having the vision of how the cowherd boys, even right now, they are playing with Krishna. И видят, как мальчики-пастушки играют с Кришной, даже сейчас. And gradually the vision will come of Nanda Maharaj and Yashoda, Постепенно позже они увидят Нанду Махараджа Ешоду, of Braj Gopis, пастушек Вриндавана. and